привет! Доброго времени, мальчишки и девчонки! На дворе уже середина мая. В школах ученики активно готовятся к выпускным экзаменам. Но мы не забыли приготовить для вас очередную порцию новостей. Начало месяца было очень праздничным. Мы отмечали День труда и День Великой Победы. Верно, кстати, к этой памятной дате мы с горожанами вспомнили строки, волнующего каждого. Военных лет затихло эхо где-то, сражений гул под мирным небом смолк. Но День Победы с фотографий и портретов герои смотрят наш бессмертный полк. Здесь генералы, офицеры с рядовыми, им салютует русская земля. Сыны и дочери и павшие живыми у стен проходят древнего Кремля. По площадям, по улицам России, плечом к плечу, с потомками в строю. Их подвиг помним, поименно не забыли. Погибших всех за Родину пою. Колонны, словно реки бесконечные, поднялись села, встали города. Бессмертный полк зачислено навечно. Солдата слава не померкнет никогда. На Волге Сталинградская твердыня, блокадный Ленинград и Курская дуга. Знамена красные подняты в Берлине, парад победы майская Москва. Освободители, пусть знает правду каждый, и даже если гул сражения смолк. На страже рубежей стоит отважно защитник, воин, наш бессмертный полк. Никита, ты любишь танцевать? Не очень, но иногда приходится. А что? Да дело в том, что в эти выходные я познакомилась с людьми, для которых танец – это маленькая жизнь. Именно так они и говорят. Вот, убедитесь сами. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Руки на пояс, без размерчи, да? Танец – это всегда красиво, он завораживает и увлекает. В 2015 году хореографом Руфиной Исхаковой в Сибае был создан театр танца «Лазурит». Здесь занимаются люди, которые любят танцевать, для которых танец – это практически смысл жизни. Они несут свое искусство в массы и ищут себе подобных. Ребята объединяет одна общая идея – на языке тела передать зрителям все многообразие окружающей действительности. Идея создания театра танца «Лазурит» заключается в том, чтобы рассказать зрителю о чем-то с помощью танца. Это довольно-таки сложно, потому что кроме движений и какой-либо техники, которая может состоять из разных танцевальных направлений, нужно еще вжиться в образ. Поэтому работа у нас достаточно тщательная и большая, прежде чем выйти на сцену. Танец для нас – это маленькая жизнь, это весь наш необъятный мир, делятся с нами юные танцоры. Не во всех коллективах города есть возможность показывать именно свои эмоции в танцах, потому что эмоции в танцах, как я считаю, это самое главное. Мы здесь занимаемся очень разными вещами, такие как постановка номеров, которые исполняются на главной сцене города, на площади, готовим отчетные концерты, которые состоятся в конце мая, занимаемся классическими танцами, что-то познаем новое, растяжка, импровизация. Импровизация, значит, для меня это возможность раскрыться, показать, на что ты способен, что у тебя внутри. Для меня танец – это как раскрытие чувств в движении, мечты, любовь и всякие другие эмоции. Мой преподаватель, он строгий, но я все равно его люблю, ведь он нас хорошо учит, придумывает хорошие движения для нас. Я научился координации. Мне на физкультуре за координацию 5 поставили. Ничего себе, круто! Впервые театр танца «Лазурит» выступил 7 апреля 2016 года на благотворительном концерте. Дебютировали ребята с хореографической композицией «Добро без границ» и с танцем «Вальс цветов». Несмотря на то, что творчество у ребят необычное, зрители встретили их тепло и радушно. С тех пор театр танца является постоянным участником различных городских мероприятий. Ну а теперь театр активно готовится к своему первому отчетному концерту. И у них есть что показать. Театр танца «Лазурит» приглашает всех желающих оценить их необычное творчество. Предстоящий отчетный концерт будет не в том формате, который обычно присущ для театров танца. Он больше будет нести ознакомительный характер, потому что мы существуем всего 1,5 года, и это наш первый отчетный концерт. Для нас лично это только шаг к тому, к чему мы стремимся. Поэтому мы хотим поделиться своим творчеством и хотим, чтобы город с нами познакомился поближе. Приглашаем всех на наш концерт, который состоится 26 мая. ЦДТ 7 часов.
Милана Семерякова, Оксана Михайлова, Любовь Карпова. Специально для детского времени, телекомпания СТВ. Между прочим, тема танцев очень актуальна для тех, кто в этом году распрощается со школой, ведь им предстоит танцевать школьный вальс. Ну а нам с тобой еще рано об этом беспокоиться. Давай лучше расскажем нашим телезрителям об одном знаменательном юбилее. Детский сад «Белочка». Такие теплые и душевные воспоминания связаны с этим местом. Заботливые руки нянечек и воспитателей, запах любимой запеканки, утренники и многое другое. Мы взрослеем, и с нами взрослеет наш любимый детский сад. В прошедшую пятницу «Белочке» исполнилось 30 лет. Впервые детский сад распахнул свои двери для малышни в далеком 1987 году. Поздравляю всех поздравляю с таким добрым праздником, с 30-летием. И желаю, чтобы еще долго-долго детский сад цвел, процветал и был хорошим. Он всегда считается хорошим детским садом. И чтобы всегда у всех было хорошее настроение, чтобы все с радостью шли на работу, и чтобы дети наши здесь получали все, что необходимо. Поздравить с юбилеем именинника собралось очень много гостей, а совсем еще маленькие артисты украсили этот прекрасный юбилейный вечер. «Белочка» – активный участник и победитель многих республиканских и всероссийских конкурсов. В копилке дошкольного учреждения множественные награды, и это не случайно, ведь здесь сложился сплоченный коллектив профессионалов, по-настоящему влюбленных в свою профессию. Можно долго перечислять заслуги и достижения замечательного коллектива детского сада, но кто, как не дети, могут рассказать с любовью и теплом о том месте, где проходят их будни. Я играю с друзьями. Тебе нравится ходить в твой садик? Да. У меня много друзей. А расскажи о воспитателях. Нравятся тебе воспитатели? Они хорошие, добрые? Да. Хорошие и добрые. Я люблю ходить в садик. У меня много друзей. А чем тебе нравится твой садик? Что ты здесь делаешь? Я играю. Я рисую. Еще чем занимаешься? Я играю с подругами. А во что вы играете? Ну, раскрашиваем. Играем в дочери-матери. Мне очень нравится этот садик, потому что там можно и лепить, и рисовать, и делать аппликации, и еще петь, танцевать, и еще учиться всякими, учиться всякими предложениями, можно научиться чем-нибудь интересным. Обычно здесь готовят очень вкусно. Мне в садике здесь все нравится, все, что есть, все, что дают. Так что, если что дают, то сразу этого хочется взять из садика. Мне нравятся книжки. Чем ты здесь занимаешься? Я тут занимаюсь. Что делаешь? Играю. Что ты здесь больше всего любишь кушать? Мясо. Я люблю в садике рисовать, лепить и играть с друзьями. Мне нравится, что в нем много друзей и можно гулять. С днем рождения, Белочка! А мы, в свою очередь, хотим поздравить весь коллектив детского сада «Белочка» с юбилеем и пожелать творческих успехов, достижения новых побед и вершин, а также крепкого здоровья вам, наши вторые мамы. Милана Семерякова, Алик Кадыров, Любовь Карпова. Специально для детского времени, телекомпания СТВ. Вот такими насыщенными выдались эти 3 недели. Ну а тем временем наш выпуск подошел к концу. Пишите нам в нашу группу ВКонтакте, которая так и называется, новостная программа «Детское время». А с вами были, как всегда, очаровательная Милана Семерякова и неподражаемый Никита Полосков. Всем пока!